Что такое прямой путь к Аллаху и как его найти? В прошлом выпуске мы говорили об аде, Джаханнам, и что все писания Аллаха говорят, что туда попадают навечно. Там же упоминалось, что есть некий прямой путь, который ведет к Аллаху. Найдя его и дойдя до конца, у человека появляется возможность избежать вечных мук ада посредством примирения с Создателем Вселенной Аллах Тагала. Коран Карим в своей первой и самой значительной суре Аль-Фатиха ясно учит, что такой прямой путь есть, и предписывает нам молиться и просить Всевышнего Аллаха поставить нас на него. Вот что говорит сура Аль-Фатиха 6-7 аяты. «Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». В другом месте Корана вот что говорится о прямом пути. Это сура Аль-Зукруф 63-64 аяты. «Когда Иса явился с ясными знамениями, он сказал: я пришел к вам с мудростью и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему. Это прямой путь». В предыдущих до Корана Карима книгах Аллах много раз призывал своих людей вернуться и найти его путь. В последней до Корана книге Инжиле говорится, что он послал пророка Иса и через него давал несколько аятов про путь Аллаха. Например, есть такой аят: «Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их». Инжил, книга Маттай, 7 глава, 13 аят. В Инжиле имеется очень интересный и важный аят о пути Аллаху. Когда пребывание пророка Иса на земле подошло к концу, во время своего последнего ужина ученики пророка Иса спросили у него о пути к Аллаху. И вот что он им ответил: «Я, Иса, есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Книга Жохана, 16 глава, 4. Этим аятом пророк Иса дал людям финальное определение пути к Аллаху. Это и есть тот путь, который многократно упоминается во всех писаниях Аллаха и позже названный Кораном прямым путем. Отметьте, что пророк Иса не говорит: следуйте такой-то религии, чтобы попасть на прямой путь, или делайте то и то, чтобы оказаться на прямом пути. Что же он говорит? Он говорит, что он сам есть этот путь, то есть прямой путь. Что это значит? Здесь мы касаемся фундаментального отличия пути Иса от всех остальных путей или религий. Что говорят нам религии, причем любые, включая христианство? Они говорят: делай то, не делай сего, воздержься от того и сего, и вроде бы тебе будет хорошо. Кстати, 100% гарантии, что все это приведет к принятию Аллахом человека, исполняющего все эти предписания, никакая религия не дает. Все они в целом говорят, что, мол, исполняя все эти правила и запреты, ты можешь рассчитывать на милость Аллаха, что он, мол, увидит твое старание и, может быть, проявит тебе милость и простит твои грехи и не пошлет в ад. Вместе с тем, нам, всем людям, надо очень четко понимать, что сами по себе мы недостойны ни Аллаха, ни того, чтобы находиться в Его святом присутствии. Из-за чего? Из-за нашей греховной сущности, которая проявляется в наших грехах. Мы нечисты пред Аллахом, и никакими ритуалами, соблюдением каких-то правил мы от этой нечистоты избавиться не можем. Это нам не под силу. Этот факт признает любая религия, и каждая религия по-своему пытается найти способ решения этой проблемы. А что предлагает пророк Иса? Никакой новой религии пророк Иса на землю не принес. Он ничего об этом не говорил. Это уже много позже люди придумали из его учения религию. И, кстати, не одну. Что же он тогда предлагает? В этом аяте Инжила он фактически предлагает самого себя в качестве пути. Он так прямо и говорит: «Я есть этот самый прямой путь к Аллаху». Чтобы понять такое заявление пророка Иса, надо посмотреть, что он еще говорил по этому поводу. В другом месте Инжила пророк Иса говорит следующее: «Когда человек верит в меня, он верит не только в меня, но и в пославшего меня, то есть Аллаха». Инжил, книга Жохана, 12 глава, 44 аят. Если связать по смыслу эти два аята, можно сделать следующий вывод. Пророк Иса говорит нам, что кто принимает его, Иса принимает пославшего его, Аллаха, и становится на его путь, который приводит к святому Аллаху. Что тогда значит принимать Иса? Это не просто признать, что, мол, да, Иса был таким хорошим пророком, он жил когда-то на земле и учил хорошим вещам. Это очень просто и ни к чему не обязывает. Даже неверующие люди признают это. Принимать пророка Иса – это значит принять его учение, записанное в Инжил Шарифе, жить по этому учению и не бояться демонстрировать это другим. Сам Иса говорил: «Каждый, кто открыто признает меня пред людьми, того и я признаю пред Отцом моим небесным», то есть Аллахом. Инжил, книга Маттай, 10 глава, 32. Здесь обычно люди спрашивают, почему именно пророк Иса? Ответ простой. Потому что все книги Аллаха ясно и четко говорят, что именно этот пророк Иса решил нашу самую главную проблему, которая отделяет нас от нашего Создателя Аллаха. Это Он своей смертью заплатил за наши грехи пред Аллахом. В удостоверении того, что Всевышний Аллах принял жертву Иса, Он воскресил его из мертвых. Это задокументировано в Инжиле и подтверждено позднее Кораном. В суре Аль-Имран, в 55-м аяте Коран подтверждает факт смерти и воскрешения пророка Иса, как и в нескольких других аятах Корана.
Вот сказал Аллах: «О Иса, я упокою тебя, то есть умерщвлю, и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Поэтому из всего рода человеческого Всевышний Аллах принял только пророка Иса, его праведную жизнь и жертву. Это подтверждается словом Аллаха. Вот что говорил собравшимся людям Сахаба, то есть ученик пророка Иса, Петир, про самого Иса. «Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, кроме имени Иса, в котором надлежало бы нам спастись». Книга Инжил, Деяния учеников Иса, 4 глава, 12 аят. Следуя этой логике, Аллах принимает и всех тех, кто идет проложенным пророком Иса путем, демонстрируя этим принятие учения и образа жизни. Поэтому этот путь называется во всех книгах прямым путем. Это прямая дорога к нашему Создателю Аллаху, на котором Он удаляет нас от вечного наказания в аду и принимает к себе. Вот поэтому самая главная сура Корана Аль-Фатиха и многие другие аяты Корана, а также Инжил Шариф, много и ясно говорят о прямом пути. Это путь пророка Иса, и только на нем мы получаем оправдание и очищение от своих грехов пред Аллахом, и как следствие принятие нас, по сути грешных и негодных людей, святым и безгрешным Аллахом только благодаря святой и безгрешной жизни пророка Иса на земле. Вот почему в суре Аль-Имран в 55-м аяте Аллах говорит, что Он возвысит верующих в Иса, людей над неверующими, потому что они находятся на его прямом пути. Хотя этой истине уже более чем 2000 лет, и она ясно и четко указана нам в слове Аллаха, люди до сих пор спорят об этом, подвергают ее сомнению. По этому поводу обращаю ваше внимание, дорогой слушатель, на неизменное слово Аллаха, которое было приведено выше. В нем пророк Иса однозначно сказал: «Никто не приходит к Отцу, то есть к Аллаху, как только через меня». То, что пророк Иса назвал Аллаха своим Отцом, мы разберем позже. Здесь главное понять вот что. Кроме прямого пути пророка Иса, указанного в Инжиле и подтвержденного в Коране, больше другого пути к Аллаху нет. Только на прямом пути пророка Иса мы получаем прощение за наши грехи и оправдание, дарованное нам самим Аллахом. Не потому, что мы такие хорошие, а только благодаря тому, что пророк Иса не пожалел своей жизни и отдал ее для того, чтобы заплатить наши долги пред Аллахом. Поэтому, пока еще не поздно, дорогой слушатель, задумайтесь над этим. Найдите слово Аллаха и начните его читать. Если вы искренне будете искать истину, она вам обязательно откроется, ведь для этого Аллах дал нам свое слово. Да благословит вас Аллах в поисках истины и наставит на свой прямой путь. Аминь.